Это избирательный участок 5303 в городе Ош. По словам пользователей, в здание, где расположился участок, не пропускают ни журналистов, ни наблюдателей. Что пытались скрыть в этом участке, непонятно. Бюллетенге алдын ала белги коюп туруп беришип атат. Шайлоочуга белги коюлган, биримдиктин тушуна белги коюлган бюллетендерди берип атат. Ошону тарттырбай атат. Ага, эч ким жолтоо кыла албай атат. Байкоочуларды жолотпой атат. Байкоочуларды тургузбай атат. Байкоочулардын укугу тебеленип атат. Бардык жерде. Мындай шайлоо болбойт. Бул шайлоо эмес булчу. Бул жакшылыкка алып барбайт мындай шайлоо. Кандай чара көрөсүздөр? Арыз жазасыздарбы же эмне болот? Если раньше, много лет назад, практиковалась так называемая карусель, когда одни и те же граждане могли проголосовать несколько раз, то сейчас сделать это невозможно. Но массовый подвоз граждан никто не отменял. Вот, к примеру, случай в селе Джангалай, Алайском районе. Рядом с избирательным участком толпы людей, и они, как утверждают пользователи, явно не местные жители. Так тоже они, граждане, голосующие по форме 2, но пользователи Facebook уверенно пишут, что это якобы проделки кандидатов от партии Биримдик Улана Примова. Одним словом, социальные сети сегодня буквально разрывались от сообщений о нарушениях. Здесь, к примеру, девушка ходит с каким-то списком. На вопрос, что это за список, тишина. Сиз кайсы партиядансыз? Чоңгуз? Сиз кайсы партиядансыз? Сиз эмне белгилеп жүрөсүз? А здесь, как утверждает один из пользователей Facebook, представитель от партии Биримдик уговаривает избирателей проголосовать именно за эту партию. В следующем видео девушка пытается сфотографировать бюллетень. Подождите, дайте сюда. Дайте. Беріңіз. Нет, телефон дайте мне. Я представитель. Мы сейчас в РОВД вас вызовем. В социальной сети Facebook появилась также фотография женщины в маске со специальной отметиной. По словам пользователей, эта отметина на маске как признак приверженности только к одной партии. И им вручали уже готовые бюллетени с галочкой. И это еще не вся информация, которую удалось собрать до обеда. Надеюсь, к вечеру количество правонарушений будет меньше. Бахыт Кульчуманов, Тынчтык Гульбаев, Нью ТВ.